Поехали. Ну, я рад вас всех видеть и рад тому, что мы еще раз попробуем понять для себя и для наших зрителей тонкости законопроекта о местном самоуправлении, который, как известно, очень объемный, на 220 страницах, если я не ошибаюсь. Но сразу давайте начнем. После меня будет модератором Елена Тихонова, она подключается пока. Давайте я предлагаю, поскольку людей много, установить регламент не более 5 минут для всех выступающих. Ну, основные спикеры выступят, точнее, все, кто желает, да, постараемся уложиться, да, в отведенные 2 часа. И в конце, наверное, журналисты смогут задать вопросы, или же участники могут задать вопросы друг другу. И предлагаю начать с Владимира Михайловича Прокопьева. Ну и по должности, и, как нам известно, он один из самых осведомленных людей в этом законопроекте. Владимир Михайлович, вы слышите, да? Ну вот основные положения, пожалуйста, разъясните нам, чем это грозит или наоборот не грозит нашей республике. Добрый день. Добрый день. Спасибо. Хотя меня заранее никто не предупреждал, что я буду основным докладчиком. Это, во-первых. Ну, у нас все остальные. Да, во-вторых, хорошо, что обсуждается на различных площадках. Тема действительно, она непростая, с одной стороны, да. Вот. Ну и в-третьих, я надеюсь, что вы все видели, наверное, слышали, когда я докладывал на расширенном заседании и где-то минут 20, наверное, говорил, и постарался более подробно остановиться. Поэтому мне бы не хотелось сегодня, с вашего позволения, если есть такая возможность, не повторяться, да, Игорь? Да, не повторяться и не, докладывать повторно. Хотя он у меня на столе, все у меня есть. На что хотелось бы обратить внимание. Если упростить и своими словами, так сказать. Во-первых, суть самого законопроекта, сильно не поменялась с тех пор, когда были приняты основополагающие моменты, его основные принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации. Как вы помните, о местном самоуправлении появилась статья в новой Конституции России в начале 90-х годов. Был принят отдельный закон еще в 93-м году. Затем в 95-м году еще один закон был принят, уже под названием «Об общих принципах организации местного самоуправления». Ну и, как вы помните, Российская Федерация ратифицировала Европейскую хартию в 1998 году, который был принят еще в 1988, принят в 1985 году, вернее, и был принят европейскими странами в 1988 году. И вот с 1998 года пошел новый отсчет. Вот Василий Васильевич Сапсай, человек, который владеет всей историей, человек, который сам непосредственно активно с начала 90-х годов разрабатывал нормативно-правовую базу и так далее. Он намного лучше знает всех нас. Так? Но я, будучи депутатом второго созыва с 1998 по 2002 год, также принимал участие в обсуждении нашей нормативно-правовой базы, законов республики. Мы принимали, в республике он был принят в середине 90-х. Затем мы в 1997 году первый созыв принимал закон. В 1998-1999 годах, 2000-х годах вносили серьезные изменения в наше законодательство. Помню, что 10 июля 2002 года, вернее, в 1999 году были приняты некоторые нормативные акты, это указ президента
наш закон о введении местного самоуправления в республике. Вы помните, что в 2000 году, в переходный период, последний раз избирались значит, главы муниципальных районов как руководители местных органов государственной власти. А с 2003 года, с момента окончания, вот как раз в конце 2002 года, с завершением или истечением значит, переходного периода, мы уже избирали глав муниципальных районов. И в 2002 году, 10 июля, был принят наш основополагающий закон об общих принципах по местному самоуправлению в Республике Саха-Якутия, в соответствии с которым, еще раз повторяю, были приняты соответствующие решения. И вот, как вы помните, до 2006 года, если я не прав, Василий Васильевич поправит, до 2006 года глав поселений назначал глава муниципального района. Вот только с этого момента, то есть с 2006 года по сей день, мы всенародно избираем глав муниципальных поселений. Я помню, в конце 90-х годов, вот мне не даст соврать Владимир Семенович, тоже не даст соврать, как депутат второго созыва, мой коллега, мы очень много обсуждали вот эти вопросы. Сохранять ли систему местного государственной власти, не сохранять, вводить ли двухуровневую систему или вводить одноуровневую систему. Шли очень жаркие споры в течение нескольких лет. И вот мы в конце концов в начале 2000-х определились. И мы все, и Василий Васильевич, и Владимир Семенович, я вот других не вижу, вот, Владимир Семенович, мы все были участниками обсуждения. Так ведь, да, Семенович? Мы были участниками этих обсуждений. Ну, в конце концов, вот та модель, которая была принята, она была принята, которая работала до сегодняшнего дня, ну и будет работать до 2023 года. Вот. С тех пор, конечно, закон несколько раз совершенствовался. Помним 2003 год, вот, помним вот самые последние поправки в закон в 2019 году, когда вот появилось понятие старосты, появились понятия округа и так далее, но они нас как бы особо не затрагивали, так как был предоставлен выбор субъектам Российской Федерации, самим определенным. Поэтому ряд субъектов они уже создали округа. И эта модель, она уже работает во многих и многих субъектах Российской Федерации. Теперь, вот что касается нового законопроекта. Вы и мы все голосовали за изменения в Конституции Российской Федерации. Страна поддержала. Где было введено понятие публичной власти. В соответствии с этими изменениями в прошлом году был разработан, обсужден и принят федеральный закон за номером 414, значит, об общих принципах организации, значит, публичной власти в субъектах Российской Федерации, который заменил 184 закон. Вы помните о том, что мы также достаточно бурно, он был более серьезным законопроектом, мы достаточно серьезно это обсуждали, очень серьезно изучали, проанализировали и внесли поправки. 5 таким наиболее значимым для нас моментам, в которых состоялось 19 поправок. В них, я еще раз повторяю, было 5 таких принципиально важных для нас подходов. 5 подходов. Из них на сегодня 4 либо приняты, либо учтены в том или ином виде. Что такое? Во-первых, по норме проекта предусматривалось, что до принятия федерального закона по предметам совместного ведения субъектам, законодательным органам субъектов невозможно было принимать у себя что-то. Вот эту норму с этой нормой мы не согласились и написали, что так не должно быть. Второе. Значит, опять была норма о том, что в проекте, о том, что
до получения заключения правительства Российской Федерации субъекты не имеют права вносить законодательную инициативу по проектам федеральных законов. Мы с этим тоже не согласились и направили свои предложения исключить эту норму. В-третьих, мы писали о том, что полномочия по предметам совместного ведения, они должны быть четкими и четко прописанными. И не должны меняться каждый раз. Вот с этим, в принципе, тоже согласились. Там только не только наш регион, но и ряд регионов тоже аналогичную норму ввести. Даже вот город Москва, столица республики, в лице Собянина, она внесла такие конкретизированные нормы, которые были учтены в законопроекте. То есть вместо там 50 или 60 полномочий в 414 законе прописано порядка 170 полномочий по предметам совместного ведения. Это очень обширный, широкий круг полномочий субъектов. И мы их, простыми словами, должны разжевать, все это отразить, принять участие в разработке федеральных законов и принимать собственные законы. Работа предстоит по реализации закона о публичной власти, который был принят, еще раз повторяю, 21 декабря прошлого года, предстоит очень большая. И вот логическим продолжением данного принятого закона о публичной власти появился этот проект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти Российской Федерации, который мы обсудили. Какие есть, на наш взгляд, такие основополагающие моменты? В целом, сам закон, он практически перенесен со 131-го. Общие принципы, они перенесены. И они появились еще раз повторяю, не сегодня, не вчера. Эти нормы были, что касается выборности или назначаемости, еще в законе 2003 года дальше. Многие моменты, они были еще в середине 90-х годов. Просто надо понимать и знать историю и так далее. Вот какие, на мой взгляд, есть отличия, и, не на мой взгляд, а на наш взгляд, поскольку мы анализировали все. Значит, во-первых, основной концепцией является переход на одноуровневую систему местного самоуправления. Тут нет других каких-то вариаций, вариантов и так далее, и так далее. Нету дальше. Первое. Второе. Муниципальным образованием расширена возможность путем четкого обозначения как собственных полномочий, так и передаваемых полномочий. Одной из особенностей, которая гласит о том, что муниципальным образованием могут быть переданы государственные полномочия, не отраженные в этом законопроекте. Не отраженные. Вот возвращаясь к 414-му, то мы видим там 170 полномочий. Часть из них, притом адресно, субъект может передавать муниципальное образование. Мы знаем о том, что у нас муниципальное образование разные, с разными возможностями, финансовыми, материальными, прочими. Там различаются существенно по природным климатическим условиям. То есть адресно субъект может передавать те или иные помощи. Далее, там есть одна норма, на которую мало кто, может быть, обратил внимание, Василий Васильевич хорошо знает. Впервые предусмотрена возможность передачи переданных полномочий. Раньше был запрет. Субъект не имел права передавать муниципальным образованием переданные ей федеральные полномочия. Что-то я исчез с экрана. Слышно меня, нет? Слышно. Вот. Слышно. Сам себя не вижу. Хорошо. Значит, да. Поэтому появилась такая возможность. Третий момент, как никогда расширены полномочия субъекта по решению всех вопросов местного самоуправления. Всех вопросов, начиная с наименования, и расширены полномочия представительных органов, законодательных и представительных органов. Тут имеется в виду представительные органы муниципального образования, муниципального района. И далее, значит, необходимо обратить внимание на переходные положения, согласно 88 статье,
значит, там обозначен вот этот критерий, который никто не поменяет. Поэтому мы в рамках переходного периода до 2028 года, ну, во-первых, до 1 января 2023 года мы должны перевести и в соответствии, с одной стороны, с другой стороны, разработать собственные республиканские законы и внести изменения в свое законодательство, и соответствующие изменения после принятия данного закона до 1 января 2023 года. Второй переходный период завершается до 2028 года с упором на создание схемы округов. Притом надо четко понимать, что будет у нас в республике 34 муниципальных округа по количеству районов, поскольку там, опять же, вторая новелла, вторая концепция – это один район, один округ. И 2 городских округа. Другого не дано данному законопроекту. И вряд ли кто поменяет. То есть это надо понимать. Вот. Ну, на что еще? Михайлович. Да, можно я потом, чтобы не было повтора, Да. я вот еще буквально Хорошо. пару минут. Ну, минуту даже. Значит, я люблю регламент и люблю, когда придерживаться, потому что человек должен свои мысли высказывать коротко, четко, емко. Значит, есть вопросы по коллегиальности, там очень интересная норма о том, что коллегиально. Территориальные органы местной администрации, они сохраняются, остаются. Мы сами решаем в субъекте, сколько их будет и каким полномочиям будут обладать. Очень интересная норма в части главы муниципального округа о том, что он одновременно замещает 2 должности, государственную муниципальную должность, значит, которая повлечет за собой и определенную ответственность, которая была также в законе 20-летней давности. Это не новое, что его может решить глава и представительный орган. Вот. Конечно, есть вопросы, касающиеся состыковки границ муниципального округа и соотношения его с административно-территориальной границей. Есть вопросы, касающиеся особенно 84 статьи, где мы считаем, что там должно быть четкое уточнение, разъяснение и так далее, и так далее. Вот есть небольшие такие моменты. Сегодня рабочая группа продолжает работать, как и работала в течение всего периода с начала Нового года. Поступило очень большое количество предложений. Вот, и как вы слышали, и на расширенном заседании были предложения. На пленарном заседании 17 числа тоже прозвучали ряд предложений. Мы их все анализируем, готовимся с учетом сроков, отведенных законопроекта, мы будем готовить поправки. Ну, у меня все есть. У меня время заканчивается. Спасибо. Лена. Добрый день, спасибо большое за участие. Можно Владимиру Михайловичу сразу вопрос слышно, да? Да. Ага. Владимир Михайлович, а вот все поправки, которые депутаты озвучивали, общественность, это вы успеваете до 26 января, да? Значит, считайте, что мы 17-го провели пленарное заседание и этим самым концептуально поддержали законопроект. То есть до первого чтения просто ждут выражения позиции. Поддерживаем, не поддерживаем. А до какого вы должны тогда все поправки успеть? Значит, 26-го по плану Государственная Дума должна рассмотреть и принять в первом чтении. Затем дадут срок определенный. Я думаю, что это будет максимум 3-недельный срок. Вот. Таким образом, мы рассчитываем, что где-то в начале февраля, в конце января мы уже должны иметь свои поправки, которые должны обсудить ориентировочно до 10 числа, плюс-минус, на пленарном заседании и направить государственную. Спасибо. И можно тогда сразу вопросы еще задать Ивану Романовичу Попову. Он здесь, да? Департамент МСО. Да, добрый день, коллеги, я здесь. Ага. Иван Иванович, большое спасибо. Вот скажите, пожалуйста, осенью уже намечаются массовые муниципальные выборы, которые 5 лет назад проходили, как в 2017 году, и много глав районов должны, улусов избираться.
глав наслегов, депутатов. Эти выборы, как они будут проходить или что-то будет меняться с этим законом? Ага, ну, еще раз добрый день. Спасибо за вопрос. Конечно, это очень актуальный вопрос, но в основные моменты Владимир Михайлович в своем выступлении очень хорошо, досконально отметил. А по поводу выборов этого года, да, действительно, у нас в этом году в республике кампания довольно-таки большая. Планируется провести где-то около 480 избирательных кампаний, в том числе 11 глав районов и будут избираться, 190 городских и сельских поселений главы тоже будут избираться, там из них 17 районных центров. Ну вот, прошлой неделе, прошлое воскресенье провели буквально в Намском районе, в районном центре в селе Намцы провели выборы. Ну и так, районные советы, там у нас 6 районных советов будут избираться, и по депутатам поселений, да, депутатам поселений у нас будет 273 мандата будет избираться. А вот по закон, вы, как уже все поняли, да, уже довольно достаточно и во всех разных площадках, и с главами, и с общественностью очень в последнее время хорошо муссируется. Все уже вот изучили основные моменты. Вот, во-первых, у нас закон, как бы уже все поняли, слышали, закон пока еще не принят. А во-вторых, вот законопроектом предусмотрено, что переходный период, новые выборы главы депутатов представительного органа, поселений, районов не назначаются и не проводятся. Ну, про переходный период вы тоже, наверное, поняли. С 1 января 2023 по 1 января 2028 года у нас будет переходной период. В этой связи вот по состоянию на сегодняшний день муниципальные выборы, запланированные в единый день голосования 11 сентября этого года, 2022 года, должны будут проведены. Ну, в случае, если при принятии законопроекта, я еще раз повторяю, что закон еще пока не принят, даже в первом чтении пока не принят, поэтому если не будет при принятии закона внесены какие-нибудь нормы об отмене муниципальных выборов, то только в этом случае появляются правовые основания для непроведения данных муниципальных выборов в 2022 году. Вот вкратце я так отвечу на этот вопрос. То есть Иван Романович, эти выборы пройдут в этом году. Нынешние пройдут, тогда получается под угрозой оказываются те выборы, которые... Да, если в проект при принятии закона, да, вот в первом или во втором чтении, в проекте не будут предусмотрены какие-либо изменения. Только в этом случае. Тогда осенние тоже могут оказаться, да, если будут внесены об отмене? Да, Тогда эти осенние тоже под угрозой? Да, потому что мы же точно никто не может сейчас сказать, потому что закон-то еще так такой не принят. Мы проект все обсуждаем. Ну, если при принятии какое-то изменение будет возможно, я вот подчеркиваю, возможно, могут быть какие-то изменения по поводу выборов 2022 года. Только так я могу сейчас дать разъяснение. Угу. Иван Романович, а по законопроекту насчет именно выборов глав улусов и районов вы можете тоже дать разъяснение? Потому что говорят же 3 варианта. Первый – это назначение Илдарханом, второй – это райсоветы, представительные органы, а третий – это как по старинке выборы. И что будет? Вот как раз Владимир Михайлович тоже отмечал в своем выступлении. Этот момент, вот 3 варианта, как вы очень правильно отметили, можно прямыми выборами избрать. Это уже при вступлении нового закона, при избрании главы округа. Это норма действует. Так, то есть можно прямыми выборами, можно из числа депутатов окружного совета и можно по назначению 2 или более кандидатур главой региона можно. Так? И этот вопрос как бы остается привилегией региона. То есть мы должны после принятия данного закона у себя в республике должны принять данный норматив, и вот по какому виду будем избирать глав уже вновь создаваемых округов, решает сам регион. Вот так я отвечу. То есть у нас
в ближайшем будущем, если этот закон примут, уже понятие глава района, глава улуса не будет, а будут главы округов, да? Да, совершенно верно. Спасибо. Айталина вопрос хотела задать, да? Тайга пост. Сергей Сумченко, Тайга-Пост. Здравствуйте. Слышно меня, да? Да-да. Может быть, Владимир Михайлович, может быть, еще кто-нибудь захочет ответить. И на пленарке в понедельник звучало про 34 муниципальных округа в рамках муниципальных районов. И сегодня Владимир Михайлович об этом сказал. Но ведь законопроект предполагает и более частную нарезку округов. И вот откуда такая уверенность, что мы будем действовать в рамках муниципальных районов? Насколько я понимаю, вот, в частности, города Нерюнгри, Мирный, Ленск, Алдан, они могут создать собственные городские округа в рамках своих поселений, в рамках своих территорий. Если объединиться, предположим, Чульман, Беркакита и Серебряный Бор, где у них хорошая налогооблагаемая база, есть предприятия, они тоже могут создать свое муниципальное образование. И не получится ли так, что у нас появится... Соблазн будет большой, да, согласитесь, получить бездотационный округ, жить с излишками денег, ими распоряжаться, и получится у нас какие-то очень зажиточные муниципальные образования и полунищие сельские муниципальные образования, ну, условно сельские, да? Откуда уверенность, что мы будем действовать в рамках муниципальных районов? Ведь последние несколько лет уже республика показывает, население республики, что оно не всегда на выборах согласно с тем, что предлагает официальный Якутск. Спасибо. Спасибо. Сергей, спасибо за вопрос, но я тебя не вижу никак. Почему лицо прячешь-то? Не вижу. Это плохо, конечно. Но вопрос на самом деле... Мы в машине. В машине. Да? Ну, хоть в машине. Покажи личико. Значит... Ну, давайте без видео, можно обходиться. Значит, Сергей, на самом деле вопрос действительно не праздный. Он серьезный, над которым мы тоже думали. Но есть часть первая, вернее, пункт первый, части третьей, 88 статьи, где четко говорится следующим образом. При наличии согласия населения, выраженное представительными органами соответствующих поселений и муниципального района, осуществляется объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, с образованием муниципального округа в границах территории муниципального района. Муниципальный район, в котором все поселения, входившие в состав, объединились, а также указанные поселения упраздняются. То есть однозначно в переходный период до 2028 года все муниципальные поселения, они должны объединиться и создать один округ в границах одного района. Вот почему мы говорим о том, что у нас сегодня 34 района, 2 городских округа, поэтому муниципальные округа будут создаваться в пределах этого. Это первый момент. Второй момент, мы сами все заинтересованы, чтобы было минимум различных резких изменений телодвижений. Вот почему, значит, считаем, что вот эта она норма, она действительно на этот момент, переходный период, она правильная. Да, после 2028 года, в случае внесения каких-то изменений, возможно, какие-то иные видения. Ну, это я полагаю, исходя из норм данного законопроекта. Владимир Михайлович, при согласии муниципальных, то есть районных советов и поселенческих советов, а если поселенческие советы будут против, какая норма здесь будет действовать? Значит, мы пока тоже полагаем, потому что в развитии этого пункта части 3, я думаю, что будут соответствующие решения в других законах, в развитии, более уточняющие. Это один момент. Второй момент, вот Иван Арманович говорил, мы же не автор законопроекта. Мы пока полагаем, в первом чтении он будет принят в том виде, в котором он представлен, а в ходе второго чтения, исходя из различных предложений, поступающих как с регионов, так и от депутатов Думы, там, от других имеющих право законодательных предложений, он, конечно же, возможно, меняться будет. Поэтому на этом этапе только мы обсуждаем данный законопроект. Но концептуально видится так. Они четко написали и увязывают, и вряд ли будут, в принципе, менять. Ну, уже есть, я знаю, что есть такие центробежные силы в
маленьких городах, которые будут Да, станут конечно, безответственными, что есть мы не разные нужны, нам не видения, есть разные силы. Мы помним 90-е годы, какие были разные тоже мнения, толкования. Это все помним. Мы же все оттуда, ну, многие оттуда, с советского еще времени. Помним историю. Владимир Михайлович, Дайте мне ну еще слово, позвольте пожалуйста. вопрос про сразу. Дайте мне Да, слово, да? конечно. Владимир Михайлович 15 минут выступал. Потом А? еще там 15 минут выступали, говорит. Да. Потом Вот меня не напомнили просто. Я там, как знаю, дайте мне слово. Конечно, конечно. Добрый день, Владимир Да, Семенович. Владимир Как раз хотели Семенович, вам да. задать Я по резолюции. резко против этого закона. И первые, 28 декабря прошлого года мы старостину, руководителя департамента, свое мнение отправляли. Потом 8 января группа Львовских вузов, главы депутата, тоже свое мнение отправили. Участие депутатов там было. Вообще там этот закон неоднозначный. Владимир Михайлович чуть лукавит, да, когда говорит, что этот закон полностью там, как проект все пройдет, потому что даже комитет по региональной политике раскритиковал упразднение двухуровневой системы, и поэтому шансы на сохранение двухуровневой системы, допустим, на усмотрение региональной власти могут там вписать, я считаю. Если наши депутаты и Тюмень будет активно в этом участвовать, если они не будут там поддерживать этот закон в этом направлении, оставлять двухуровневую систему власти необходимо для их пути. Как вы это не понимаете? Вообще там, когда принимали закон 131, первым козырем было то, что шаговая доступность, чтобы любая бабушка могла дойти, доползти до представителей власти, избранной главы, и решить свои проблемы. А сейчас, вообще там, допустим, даже по определению местного самоуправления в законе, да, в старом законе там написано, допустим, вот так определяет. Местное самоуправление Российской Федерации – это форма осуществления народом своей власти, обеспечивающей предел установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, о случаях, установленных федеральными законами, законов субъектов Российской Федерации. А в этом новом законе местное самоуправление – это признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации форма самоорганизации граждан. Вообще разные подходы. Вообще. Вот если в первом случае государство для народа, да, как всегда говорили, а во втором, на этот раз, государство, народ для государства, четко там прописано. И поэтому я даже вот в таком понятии это противоречит всем нашим попыткам, которые были направлены на создание гражданского общества, самосоздание людей, на развитие вообще-то. И вот я удивляюсь, да, вот, по отношению к местному самоуправлению. Местное самоуправление это никак не может влиять на вертикаль власти, но для вертикали власти это очень хороший фундамент, на самом деле. Без местного самоуправления, которое избрано народом, без поддержки местного самоуправления, для вертикали власти будет очень трудно. Я не понимаю. Вот пирамида даже строится снизу, на самом деле. Сверху пирамиду же не построишь. Вот так же, да? Я же прав. Снизу же строят. Вот, пирамиду Хеопса, наверное, строили снизу. Сначала там фундамент делали, потом там строили, наверное. Они сверху да, вот так делали. А руководить сверху можно, конечно, да? Но без фундамента, конечно, очень трудно будет для власти. Вообще там авторитет местной власти, авторитет глав уронять. Это уронять вообще авторитет власти, вообще в целом, я считаю. И поэтому надо дружно нашему госсобранию, нашему Илдархану не бояться и говорить правду в лицо.
этим депутатам Государственной Думы. Что вы делаете? Почему они вот спокойный живущий слой населения, они будоражат? Это для чего нужно им? Это может для какой-то политики? Может против Путина они там работают? Я вообще не понимаю это. Из-за чего вдруг там начали вот публичная власть, они могли спокойно определить, самоуправление входит в публичную власть. Все, никакой сложности нет. То, что снятие там глав, указом там, главы региона там, или то, что там, это, конечно, тоже не камильфо, очень плохая там эта система такая, но вынуждены это признать, принять, наверное. Но выборы назначены в этом году должны все избраться. Муниципальные районы, которые могут оставаться, они должны оставаться 5 лет, как позволяет закон. Еще, если бы поддержала власть республики, высшие слои власти, тогда можно было по всей республике спокойно провести выборы. И 5 лет жить по старому закону. 5 лет – это очень большой срок. Много воды утечет. А мы как первые в амбразуру бросаемся. Пускай Центральная Россия попробует провести жизнь это. Потом уже можно будет у нас тоже ввести постепенно. А вот бюджетный там кодекс, бюджетные отношения, все налаженная система. Всю налаженную систему, механизм ломаем и будем строить заново. Что за там здесь мудрость какая? Вообще я не понимаю. И поэтому еще раз предлагаю депутатам Илтумен отстаивать право Якутии на двухуровневое самоуправление нашей республики в связи с территориальной особенностью, удаленностью нашей огромной территории. Уже даже на машине нельзя за день обернуться от центра до, допустим, до Верхнеуфимского, от Тубы. Целые сутки надо ехать. Вообще там я не понимаю смысла ведения этого, этой инициативы вообще. Можно было вообще без принятия этого закона, маленьким законом, там, наделяющим органами самоуправления полномочиями публичной власти и там зависимости, может быть, от региональной власти. И все. Осталось изменение, дополнение 131 закона внести, и все. Можно было вот так. Мое предложение такое. Спасибо за внимание. А вопрос можно, да, Владимир Семенович? Вы же резолюцию приняли, да, по итогам вот январского обсуждения в первых числах. Да. А как вы ее будете контролировать, держать на контроле, чтобы она вошла в число этих многочисленных предложений из УЛУСов, из других? Еще раз повторите. Как вы будете контролировать, чтобы все моменты, отраженные, предложения, замечания, отраженные в резолюции вашей, да, принятой у вас, были включены в эти поправки или замечания, предложения, которые будут направлены в Госдуму? Через своих депутатов, которые избраны от нашего округа, Габышев Федосия Васильевна поможет, Федосий Алексеев, Гаврил Николаевич поддержит, наверное, Павел Симонов может поддержать. Но по резолюции это одно, а то, что я предлагаю сейчас, это же протокольно тоже, надо настаивать, что после такой поддержки надо выходить на комитет по региональной политике Госдумы, самой Госдумы, и с ними скооперироваться, и с ним вместе отработать, чтобы хотя бы там отдельной статьей было выделена территория Сибири там, или Севера, Саха-Якутия, где большие территории, чтобы там можно было оставлять двухуровневую систему муниципальной власти.
Это Но здесь другой тогда вопрос. депутаты Госдумы должны же хорошо отработать от Якутии. Да, и наши депутаты Госдумы должны трогать, и Утюмен должен свое предложение нормально направлять. Я считаю, Спасибо так. большое. Это можно добиться, я думаю. Там. Если Спасибо быть большое. боевым, то можно добиться. Да. Спасибо. Спасибо. А здесь у нас еще присутствует сегодня председатель комитета из Илтумена Павел Петрович Петров. Вы здесь, да? Павел Петров здесь? Да, Лена, я здесь. Добрый день, Павел Петрович, тоже спасибо за участие. Можно вот у вас, как у председателя профильного комитета, поинтересоваться тем, вообще вот все эти изменения в законодательстве, они как на бюджетной системе будут отражены и страны, и республики, и как-то вот, например, инвестпрограмма Якутии будет меняться или нет? Ну, то есть что будет с бюджетом? Спасибо, Лена, за такой хороший вопрос, потому что этот вопрос не раз звучал на обсуждениях по бюджету, каким будет бюджет. Ну, в самом начале мне бы хотелось сказать. Конечно, 5 минут мне того регламента, который был предоставлен, вряд ли хватит для того, чтобы объяснить по бюджету, как он принимается, что делать. Тем не менее, я постараюсь уложиться в эти минуты. Существенных изменений в отношении сегодняшнего проекта, который внесен в Государственную Думу, и тем законом, по которым мы сейчас живем, то есть 131, существенных изменений нет. Но есть определенные моменты, на которые более-менее расширены в том законопроекте, который предоставлен. Мне бы в самом начале хотелось сказать, мы обсуждаем сейчас тот законопроект, который внесен в Государственную Думу. Законодательным частью они обладают не только Государственное собрание ЛТМН, но и другие регионы Российской Федерации. Поэтому не факт о том, что во втором чтении он придет в таком виде, в котором он есть. То есть ту законодательную инициативу будут вносить и другие регионы. Поэтому это тоже нужно будет прекрасно. Мы сегодня обсуждаем тот законопроект, который внесет. И потому это. Что касается бюджета, мы все знаем о том, что бюджет формируется и исполняется согласно положению о бюджетном кодексе, который принимается Российской Федерацией. Руководствуясь данным законом РФ, мы все руководствуемся, начиная от муниципальных образований и кончая субъектом федерации. Ежегодно мы принимаем закон о бюджете Республики Саха-Якутия, о котором был принят совсем недавно, в декабре месяце. Поэтому здесь мне не стоит, наверное, пояснять о том, что данный закон субъекта Российской Федерации, то есть Республики Саха-Якутия, он включает в себя и бюджеты муниципальных образований. И называется консолидированный бюджет. В чем же разница может быть? Либо те полномочия, которые сегодня разъяснены. Я буду говорить конкретно по статье. Это статья 15 и статья 16, где полностью отдано к исключительным полномочиям исполнения бюджета, а также распоряжением, это представительным органам. Те, которые находятся на уровне муниципальных образований, которые будут находиться на уровне муниципальных образований. Поэтому это нужно будет знать. Полномочия органов местного самоуправления, это закреплено статьей 32. Это составление и рассмотрение проекта бюджета, контроль за его исполнением, а также утверждение отчета. Статья 34 данного законопроекта, это наделение органов МСУ отдельными полномочиями. Это те переданные полномочия, которые муниципальное образование исполняет за счет субвенций. Непереданное полномочия государственных властей, это закреплено статьей 36. Здесь, конечно, вправе осуществления за счет бюджета муниципальных образований, те, которые предусматриваются в данном проекте закона. Статья 38 – это временное осуществление отдельных полномочий местных органов самоуправления органами госвласти. Вот это очень интересная статья, которая вносится, наверное, впервые. Это о том, что вы все главы муниципальных образований прекрасно понимаете о том, что иногда у вас появляется просроченная задолженность. И вот в этом случае субъект может взять исполнение своих полномочий согласно этой статьи на себя. То есть это реструктуризация задолженности, это другие виды, которые могут быть. Это очень хорошая статья, которая дает плюс в данном законе. И самое главное, это статья, которая находится после 64 статьи. Это конкретное регулирование бюджетных отношений между субъектом Российской Федерации, муниципальными образованиями, то есть в будущем муниципальные округа, и городскими округами, где полностью идет это утверждение и исполнение бюджета, это составление и рассмотрение проекта,
Это контроль и утверждение отчета, это порядок, закрепленный приватизациями, это доходы от приватизации, а также от имущества, которое используется в данном виде. Это создание муниципальных предприятий, учреждений, межмуниципальных предприятий, которые это все закреплено в тех статьях, которые находятся после 64 статьи. Ну, естественно, здесь самое большое, это идет о том, что ответственность за исполнение данного бюджета. Следующее, которое немаловажно, это предоставление отчетности территориальных органов местным органам самоуправления. Это закреплено тоже в 64 статье. 65 статья – это, конечно, расходные обязательства, где четко подразумевает расходные обязательства муниципальных образований. 66 статья – это закупка, которая идет согласно бюджету, ну и так далее, все это идет. Еще раз повторяю о том, что больших этих изменений к 131 закону в данном законопроекте не предусматривается. Поэтому те мнения, которые вот многие говорят о том, что это будет остаточное бюджетирование и так далее, наверное, это неправильное мнение, это неправильное решение. Это неправильно того, что трактовка данного законопроекта. Поэтому, уважаемые коллеги, данный законопроект со стороны бюджета, он четко разграничивает все свои зоны ответственности. Спасибо. Павел Петрович, а по инвестпрограмме? По инвестпрограмме, да, извините, я совсем забыл ответить. Инвестпрограмма, она не пересматривается. Ну, конечно, она пересматривается согласно тех или иных внесений и изменений. Но это рассматривается в изменениях, наверное, поступающих со стороны самих муниципальных образований. Так, инвестпрограмма, не инвестпрограмма, а инвестиционная составляющая по тем объектам, которые будут строиться в республике, она не будет пересматриваться в целом. То есть она как остается. Владимир Михайлович четко подчеркнул о том, что если будет у нас 34 муниципальных образований городских округов, то она пересматриваться не будет. Если вот согласно решению, которое будет пересматриваться, будет не 34, а будет 36, либо 32, конечно, она будет, данная программа пересматривается. Почему? Потому что некоторые объекты находятся в той или иной муниципальном образовании. Но тем не менее, коренным образом это пересматриваться не будет. Готов ответить? Спасибо большое. А есть еще вопросы к Павлу Петровичу, да? Если пока нет, можно тогда слово передадим главам муниципальных образований, поселений. Вот начнем Николаю Копылову. От вас сегодня же участвует несколько человек. Хотелось бы вот ваше мнение, ваши вопросы услышать, потому что этот законопроект вас же касается в первую очередь. Спасибо. Да, добрый день, Елена, уважаемые коллеги, корреспонденты. Ну, наверное, начну с того, что я поддерживаю высказанные слова Владимира Семеновича Тоскачина, поддерживаю позицию, данную позицию. И почему вот такие моменты у нас возникли, как бы немного хочу обосновать, да. Вот, ну, в виде вопроса, вот почему у нас на сегодняшний день в республике рассматривается только одна модель работы по новому закону. Как уже сказали, районы будут делать под муниципальные округа, да. И как у нас предложение, почему мы все сообща, там и Совет муниципальных образований, депутаты, главы поселений, не можем выработать определенные выгодные для всех муниципальных образований предложения, чтобы вклиниться в этот закон. Ну или в связи с тем, что мое муниципальное образование относится к национальным наследям, отдаленным, труднодоступным, хочу упомянуть насчет того, что с точки зрения тех же национальных наследов, которые у нас в республике есть, 48 муниципальных образований, для них, я так думаю, тоже нужны определенные какие-то видения. Для тех же территорий традиционного природопользования, национальных наследов, северных, труднодоступных, там, отдаленных наследов, я так думаю, если мы говорим о том, что основной костяк закона будет он принят, то, я считаю, мы должны выработать конкретные предложения, чтобы были у нас наиболее выгодные условия, да? Либо конкретно отстоять позицию в виде исключения. Как уже Владимир Семенович также сказал, мы должны отработать и с депутатами, я так думаю, с Ильтюмяна, с депутатами Государственной Думы, с тем же профильным комитетом, узнать позицию тех же глав муниципалитетов других регионов,
ну и объединить общие усилия. Почему я об этом говорю? Вот, хочу привести пример, да. Наш район и тот же Оленёкский район. В Оленёкском районе там 4000 населения, да, он труднодоступный, там отдаленный, северный, но при этом имеет там 4 или 5 муниципальных образований. Тот же Алёкминский район. Алёкминский район очень большой, имеет 23 муниципальных образования, 54 населенных пунктов. И если мы говорим, что районы будут преобразоваться в округа, в том же Оленёкском районе, где и бюджет как бы хороший, ну, понятно то, что там управлять 4-5 там населенными пунктами, бывшими муниципальным образованием, будет намного легче, чем в том же муниципальном округе Алёкминский, где у нас 23 муниципальных образования будет, те же 54 населенных пункта. И в этом плане вот я как представитель отдаленного национального наследия, труднодоступного, в этом проекте вообще как бы положительного не вижу. Для нас, как мы остались в периферии, будет, я так думаю, позиции еще хуже. Ну, в этом плане, да. И плюс я хотел бы поддержать вот позицию, которые ранее были озвучены. Это ученым Ульяной Винокуровой, которая тоже, я так думаю, дала очень хороший дельный совет, как можно выйти из данной ситуации, как можно сделать так, чтобы мы подстроились под новый закон. Я так думаю, надо изучить вот этот тоже момент в виде дельного предложения. Также поддерживаю вот слова Галамаревой Елены Христофоровны, которые также обеспокоены тем, что нет четкого закрепления статуса территории и прав КМНС, нет четкого понятия, что означает там арктическая зона. Все ну, как бы написано общими словами, и каждый, кто читает этот закон, трактует его по-своему. Ну и вот очень много непонимания, есть опасения различные. Реально есть такие моменты, где вот очень много вопросов возникает. А на сегодняшний день, как мы видим, никто на эти вопросы не готов ответить. Ну, у меня все пока. Спасибо. Лена, если мы вот выслушиваем мнение с мест, я предлагаю Нюрбинскому району дать слово. Да, давайте. У нас сейчас идут районы. Спасибо. Семенов Семен Макарович, вы на связи, да? Извините, Макар Семенович. Я могу сказать несколько слов, как практик, который работал 20 с лишним лет на муниципальной должности районного уровня. До 2003 года была у нас действительно государственная власть. Вот сверху снизу руководить было легко. С 2003 по 2006 год вошло местное самоуправление одноуровневое на уровне района. С 2006 года у нас двууровневое. И есть определенный кавардак при двухуровневом самоуправлении. Когда у нас поселение может сказать другое, а район другое, и республика, ну, субъект другое. И поэтому и ряд, вот столица республика, поселение район, вот такие конфликты у нас в определенном смысле пошли. И если вот этот существующий ныне проект закона определенном порядке выступит, действительно работать на уровне района будет легко. На уровне наследия, да, действительно, у них власть уменьшается, но территориальный орган местного самоуправления на уровне наследия, каким бы он ни был, большим, маленьким, средним, он все равно будет. И он будет более действенным, более связанным с государственной властью. И никаких шатаний, в принципе, не будет. И поэтому, как практик, я
определенной степени с этим законом согласен, но насчет это мнение практика районного уровня. А местные, они всегда против этого закона будут. Местные последние, они определенную часть своих властных полномочий теряют. И, конечно, будут против этого закона. И те, которые на уровне района при определенном противостоянии будут иметь определенные преимущества при действии местного самоуправления, те, конечно, будут против. А так, система государственной власти, действительно публичная власть сверху снизу, это соответствует и российскому менталитету. Мы не Европа, мы всего-навсего действительно демократии. Менее века живем, а они 4 века живут. Так что такая структура власти, публичной власти, она нужна. Но при принятии закона на местном уровне мы должны, да, действительно пересмотреть определенные наши отличия и внутри республики, и по сравнению с Россией, потому что сравнить, например, Оленёвский район с Нюрбинским, сравнить определенные Нижнеколымский с Нюрбинским, с Салданским, например, пригородные районы, северную, тут определенные различия должны быть. При принятии Вельтмен наш как раз это должен и учитывать. Все у меня. Спасибо. Лена, давай депутатам. Вот И Иван еще... Данилов просит. Иван Иванович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня вот вопрос, Владимир Михайлович или кто-то, здесь глубинную сторону надо изучить. Все-таки почему федеральный законодатель пришел к такому мнению? Из-за чего он пришел? Вот дискуссия была, когда инициатива губернаторов была об отмене выборов. Это уже давно, то есть в 2016 или каком-то году. Владимир Михайлович меня уточнит, наверное, когда губернаторы отменяли выборы, представительные органы. Это уже у 85 субъектов эта схема уже действует. Во всех регионах 85% регионов действует такая система. Почему они к этому пришли? Почему? Какой анализ был 131 федерального закона? Если по-простому вот так взять и разобраться, вот эта вся там дискуссия была, в основном основной смысл, когда губернаторы с мэром, одна возня, одни разборы полетов. Потом, если спуститься на нижний уровень, глава района с поселениями. Я понимаю, Владимир Семенович, он очень сильный глава. Я думаю, у него там таких проблем нету. И я его четко понимаю, что 131 федеральный закон, который придерживаю, я его четко понимаю. Но в остальных регионах, в остальных улусах, вот это анализ должен быть. Там одни разборы полетов идет. То глава поселения не слушает главу района, то мэр города с губернаторами одни разборы полетов. Вот основная аналитика, которая привела федерального законодателя, чтобы одна система была, чтобы не было таких конфликтов между уровнями власти. Это первый момент. Сейчас когда публичная власть войдет в строй, это же совсем другое. Когда глава назначает этого человека на главу поселения, он отвечает за этого человека. И народ будет спрашивать, уже у главы будет спрашивать района, у Илдархана будет спрашивать, если ты его поставил, ты отвечай за этого человека, он не умеет работать. А это уже совсем другой подход к управлению. Поэтому Владимир Михайлович, такой анализ был по всем регионам Российской Федерации.
мы же все понимаем, что вот эти конфликты, они ни к чему хорошему не приводят. Вот эти личные амбиции, когда личные амбиции друг с другом, субъективных факторов очень много. Вот такая аналитика была или не была вообще? Вот, Спасибо, Иваныч, спасибо за вопрос. Мы практически сами ответили на свой вопрос. Одним из факторов возможного принятия концепции данного законопроекта являются и возникающие различные конфликтные ситуации, не только межличностные, но, вернее, не только по полномочиям. Вот, когда идет, значит, перекидка, когда идет, значит, борьба, но и определенные межличностные отношения. Видимо, поэтому я могу тоже предполагать только, возможно, одним из оснований является и этот фактор у федерального законодателя. Ну, там мы понимаем, что данный законопроект разработали не двое человек, а там, сами знаете, все серьезные умы юридические после определенного анализа. Значит, это и представители администрации президента, это и представители правительства, ведомств, губернаторов и так далее, они пришли к этому выводу, поэтому и был разработан данный законопроект. Ну и при том, тут надо понимать, да, Иван, что я на 100% уверен, что они ориентировались на целом страну, в среднем. Вот. Но вот те особенности, те вот моменты, которые у нас имеются, это мы должны учитывать сами, максимально должны учитывать сами. Мы говорим всегда и будем говорить о том, что есть у нас особенности, существенно отличные от центральной части, поэтому мы все время говорим, дайте субъектам самим по многим вопросам решать на месте. Вот мы этой политики, этой позиции будем придерживаться всегда. И не только по этому законопроекту. Я сторонник этого. Даже по тем же собакам, по которым никак не могут там на федеральном уровне решать, что абсолютно неправильно. Мы в свое время главы муниципальных образований сами решали эти вопросы. Никого не спрашивали. Да, вот я еще хочу добавить. Можно дополнить, да? За 2 года работы в Вилтюмени, ну тут на многих совещаниях я бывал, конечно. Тут, когда министр говорит, а это не мои полномочия, пусть там районы сами разбираются. Сейчас такого не будет. Сейчас министр будет в единой системе публичной власти. Когда глава района тоже госслужащим становится, это единая команда становится. Когда министр будет отвечать за муниципальный район. И таких моментов, я думаю, уже не будет. Ну вот система управления, я думаю, в этом плане. Потом один момент. Вот в деревнях, на снегах, посмотрите, у нас семейные по семьям эти идут выборы. У кого больше семья, тот и выбирает своего главу. Спасибо. Спасибо. Можно, да? Спасибо. А можно слово предоставить Джоустану Сидорову, главе Белецкого наследия, это Алданский район, да? Да? Елена, можно? Может быть, если есть у кого вопросы, я мог бы дополнить. Постараться сейчас ответить. И потому что у меня тоже время ограничено. Ну давайте тогда. Вот один вопрос. Да. И потом я просил бы, значит, нам направить либо стенограмму, либо какие-то итоги нам направить, чтобы мы могли ознакомиться. Ладно? Договоримся так? Да. Давайте тогда вопросы, пожалуйста, Владимиру Михайловичу. У кого вопросы есть? Владимиру Михайловичу Прокопьеву. Елена, можно, да, дополнить ответ Владимира Михайловича? Нет, а можем мы сначала его отпустим, задав вопросы, а потом мы еще вот до вас дойдем. Давайте. Да, вот вопрос Николая Копылова, говорит, остался неотвеченным. Почему рассматривается только одна модель? Ну, Николай, вы здесь, да? Ну, надо более глубже вчитаться в сам законопроект. Там есть определенные ответы. В том числе, вот еще раз повторяю, одной из концепций данного законопроекта является переход на одноуровневую систему. Это не мы придумали, депутаты ЛТМ, и не мы проталкиваем, а это концепция федерального закона, который меняться не будет дальше. Меняться не будет. Я это знаю как законодатель достаточно большим опытом. Наша задача максимально
Вот как говорит Ульяна Северна, она абсолютно права. Мы должны, аксакалы нашей политики, умелые, опытные люди, мы говорим, максимально нам необходимо извлечь выгоду для нашего населения, выгоду, и в целом выгоду для Республики Саха-Якутия. И не только республики, но и северных всех регионов. Выжать максимальную выгоду. Что-то полезное, нужное мы должны оттуда Владимир Михайлович, принять и я использовать. тоже вопрос задам. С комитетом по региональной политике Госдумы на связь выходили или нет? Но Которые, обсуждения в рамках второго чтения еще не было. Когда у нас будут поправки у Госсобрания Илтумен, мы, конечно, будем обсуждать с профильными комитетами, прежде всего с комитетом по госстроительству и законодательству с Павлом Владимировичем Крашенинником, с которым я знаком, общался, работал по законопроекту публичной власти с его аппаратом, комитетом по местному самоуправлению во главе Государственной Думы, во главе с Диденко Алексеем Николаевичем, с которым я тоже знаком. Я знаком и с Николаем Михайловичем Харитоновым, руководителем комитета по региональной политике, много лет. Я с ним, конечно, тоже буду общаться. Но ключевые комитеты, еще раз повторяю, в Государственной Думе это комитет Крашенинникова и комитет Диденко. Решающий комитет. Крашенинников же вообще ни разу не работал на земле вообще. Там он это другой вопрос. И Кличев тоже. Они не знают жизни на земле. Крашенинников Павел Владимирович, это бывший Вообще министр там- юстиции России. Они все москвичи и ничего не знают по жизни. Можно, да, я? Бельевский наслед, Да. Алдарский район, Гелустан Да. Сидоров. Вопрос же, да? Нет? Вопрос дайте. Ну, как быть нам, вот, жителям Южной Якутии, ну, вопрос это будет. Янгра, Хатыстыр, Анаминский наслед. Мы же в промышленном районе живем. И вот в Алдарском районе мы 3% представляем. За последние вот 30 лет, можно сказать, да, законы вот постепенно вносились, да, какие-то. Вопрос задайте по чуть-чуть. Но Вопрос законы же по чуть-чуть потеряют, законы потеряют силу. Те законы, которые приняты, вот столько было усилий сделано вот, по созданию территории традиционного природопользования. И сейчас вот мы, Алданский округ нас объединят, и практически мы... Вопрос задайте, пожалуйста. Как быть нам, Значит, национальным наследникам Южной Якутии? Ну, я не думаю, что будет что-то страшное, потому что республика сама, вот наши национальные наслега, расположенные в особенных каких-то промышленных районах, республика будет поддерживать. К вашему сведению, если вы не знаете, я об этом не особо озвучиваю, я в свое время помогал установлению границ Берлецкого наследия. Вы спросите у Диндинча Марксона. Как я помогал, чтобы у Берлецкого наследия была своя граница. Это раз. Во-вторых, я помогал оформлять территорию традиционного природопользования Берлецкого наследия. Так что это лет 20 тому назад. Поэтому я знаю, что это такое. Поэтому, ну, ребята, конечно, ваша озабоченность, не только ваша, особенно вот тех людей, которые опытных, работающих, особенно на северах, я их особенно понимаю. Но мы должны, еще раз повторяю, должны извлечь определенную пользу, плюсы и решать их на уровне республики. Можно задать вопрос? Ситуация ухудшится. Вопрос простой, да. В принципе, принятие закона сильно ли зависит от Илтумена? Безусловно. Государственная Дума, она сама по себе может и без нас принять, и нас не спрашивать. Я правильно понимаю? Но вы знаете, в соответствии с федеральным законодательством, если 2/3 субъектов выскажутся против принятия закона, он не будет принят. А если будет против 1/3, то будет создаваться комиссия или отдельно будет рассматриваться данный вопрос отдельно с участием субъектов. Но я со 100% уверенностью скажу, что ни один субъект на сегодня не выскажется против. Почему? Потому что они концептуально поддерживают. Потому что у них ситуация, ну, конечно, другая, чем у нас, но
у них схожая ситуация. То же самое, проблемы, коллизии и так далее, которые они давным-давно хотят исключить. Другой вопрос. Мы должны работать над поправкой, действительно. Есть несколько, я не думаю, что их будет очень много, потому что мы должны вносить только такие по существенным моментам. Дұралдан Владимир Михайлович айтамын да. 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 Үтігінден тоқчан. Бұл химбет хокон кирет, олықы кирет түгенер, бұл кірген әлектен, например, заместителлер, енді штаты балды жеттім бұл. Представьтесь, пожалуйста, откуда, кто это? Егот Панградович, Тастаский наследник Намской области. Ну, бұл штаттар қайдақ болалары, если округ болып түгенмете, не электі штаттары, онна бұл выбор болып түгенегер үш айынан полномочия бұтын ұғырат болақ бұтына, екі срок бұтын не оларды күдік болуытты или как? Приветствую. Егор, позволь на русском ответить, да? Да? Нет возражений? Да. Приветствую еще раз. Значит, ну, во-первых, вы услышали выступление главы нашей республики на пленарном заседании Госсобрания, где он концептуально поддержал законопроект, попросил нас поддержать концептуально, да? Ну и во-вторых, он сказал о том, что каких-то серьезных таких изменений в части штатного расписания и так далее, изменения границ поселения, ничего не будет. То есть я знаю кулуарную позицию главы республики и председателя парламента о том, что мы должны максимально сохранить то количество муниципальных служащих, которые у нас существуют. Вот почему, используя норму закона, мы должны максимально, значит, в каждом муниципальном сегодня поселении создать территориальный орган. Вот, территориальный орган, чтобы с 2023 года все они действовали. И как будет называться? Возможно, будет называться глава территориального органа местной администрации. Вот над названием еще поработаем. Второе, значит, он будет муниципальным служащим со всеми правами. Вот. Далее, иные должностные лица предусматриваются по решению субъекта и муниципального округа. Вот. И вот ваши специалисты сегодняшние, они будут замещать государственную должность, муниципальную должность, то есть будут муниципальным служащим. Вот. Поэтому я думаю, что все это будет сохраняться. Вот в этом и заключается наша особенность. Мы же понимаем, что у нас много отдаленных населенных пунктов, трудностей всякие, да, у нас реальные, объективные. Поэтому мы максимально должны сохранять. Вот какие положительные возможные тенденции я вижу? Ну, если очень коротко. Я вижу, что будут вноситься изменения в налоговое и бюджетное законодательство. И, возможно, ну, это я не могу с уверенностью, но я просто предполагаю, что, возможно, будет расщепление в пользу муниципалитетов, муниципальных округов и в пользу субъектов. Мы этого ожидаем, вот этого закона. Ну, я раскрыл, может быть, свое желание и свою догадку. Хорошо. Есть еще вопросы? Я мог бы ответить, потом уже... Владимир Михайлович, а как вы сейчас работаете тогда? Второй напомни еще раз. Второй вопрос напомни. Второй вопрос, вот избранный глава, да, вот в 2022 году, который избран. Да. Да, значит, получается как? Сроки создания округов, они в данном законопроекте переходной части увязаны с сроками полномочий представительных органов районов. Поэтому те, у кого наступает срок полномочий в этом году, вот, они могут избираться, если мы на уровне республики, как говорил Иван Романович, не будут приняты какие-то иные решения. На сегодня пока закон трактуется так. Но могут быть разные решения, да? Исходя из норм других законов, 67-го закона, допустим, да? О гарантиях избирательных прав граждан и так далее, и так далее. Вот все это дело анализируется сейчас. Поэтому прямо сказать о том, что вот так будет и точка, до принятия закона мы не можем. Потому что закон пока обсуждается только в первой степени. Все?
Владимир Михайлович, а как вы сейчас работаете с депутатами Госдумы от Якутии? С кем из них ведете работу по этому закону? Можно узнать? Ну, мы пока вырабатываем у себя. Когда у нас будут уже какие-то предложения, поправки, то мы с ними, конечно, будем работать. Как в тот раз, когда отрабатывали по законопроекту о публичной власти, обсуждали и, конечно же, прежде всего, Галину Кенкину, которая имеет очень серьезный вес и авторитет в Государственной Думе, вот, как самый, самый такой опытный практик и финансист. Она пользуется огромным уважением и в бюджетном комитете главном, и в целом государственном. Мы с ней, конечно же, безусловно, с ней очень плотно работаем. И сейчас работаем, и будем работать. Мы работали по законопроекту о публичной власти с Владимировной Аксентьевой и с Юрием Кентичем и так далее. Вопросов больше нет? Владимир Михайлович, позвольте еще один вопрос. Как будет налажен, вообще предусмотрен ли этим законом, как будет публичный общественный депутатский контроль работать вот в новых формах этих муниципальных округов? Я просто напомню вам, да, опять же, пленарку Лумановскую последнюю, где ваш коллега Григорьев привел пример на уровне Алданского района, что из 21 муниципальных депутатов, районных депутатов, да, не только один Куранахи, вопросы выносят это депутаты и члены общественных советов. Сейчас они на поселенческом уровне будут ликвидированы. То есть какие-то новые формы общественного контроля, депутатского контроля предусмотрены? Ну, я не вижу, кто задает вопросы. Вопрос. Это Сергей Сунченко. Сергей, хорошо. Не видно, Сергей, я поэтому как-то... Я учту. Хорошо. Значит, на самом деле есть такое узкое место в этом законопроекте. Узкое место, я считаю. Значит, ну, наверное, федеральному законодателю необходимо думать и юридическому сообществу, да. Действительно, депутатов, поскольку как статуса муниципального образования поселения не будет у них и представительного органа, который замещается различными формами, значит, организации обсуждения жителями монастыря, ну, разные формы там предусмотрены, склад там и так далее, вот, разные формы, там, территориальное общественное самоуправление, в общем, разные 4 или 5 форм, да, имеется, но они будут усиливаться, мне кажется. Вот как раз со 2 числа я общаюсь, у меня телефон разрывается, мне звонят очень многие главы поселений, поскольку я многих знаю, депутаты наследных советов, наследных советов, районных советов, главы районов. На меня выходят и ветераны наши, общаемся, обсуждаем. Действительно, вот это вот место, чем можно восполнить? На сегодня есть один вариант, это увеличение численности депутатов районного совета, округа, скажем, по-новому, да, имел своего представителя. Поскольку представительный орган округа будет иметь большие полномочия. Это раз. Во-вторых, глава территориального органа местного самоуправления будет входить в состав коллегиального органа муниципального округа. Вы помните, в советское время были исполкомы советов, вот, разного уровня, и они были действительно очень такие эффективные. Почему? Потому что они моментально решали текущие задачи. До принятия решения райсоветами и так далее, решались. Поэтому, конечно же, надо думать. Ну и, наверное, у нас, когда будем разрабатывать свои законы, мы постараемся тоже учитывать. Ну, нам даны определенные права пока по данному проекту. У вас все, да, Владимир Михайлович? Спасибо большое вам за участие. Огромное спасибо. Еще один момент, да. Чтобы не поняли так, что я хвастаюсь, но тем не менее хочу сказать о том, что я в свое время с 2003 года был ответственным в республике за передачу муниципальной собственности, государственной собственности. Вот этими руками я подписывал все акты. Если поднять архивы, значит, наверное, там состоит только моя подпись в основном. Я передавал имущество, в том числе и по отраслевому образованию, здравоохранению. Но вы понимаете, что буквально недавно, в соответствии с решением на федеральном уровне,
обратно на государственный уровень передана система здравоохранения. Сейчас передается система образования. Поэтому в определенной степени немножко сужается круг вопросов. Сужается. То есть государство берет на себя вот, полноту, всю полноту ответственности по этим отраслям. Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. И вот, Сергей Августович, можно вы немножко подождете? Сейчас мы хотели бы слово дать вот двум главам наследов, это Сидорову и Терентьеву, чтобы они именно выступили, да? А вот вы, представитель Общественной палаты, было бы хорошо, если бы вы как общие выводы тоже ответы на их вопросы сделали в конце, ну, ближе к концу. Хорошо, вы согласны с таким? Не, я просто хотел справку дать, чтобы, может быть, вопросы были сняты в будущем. Ну, пускай. Ну, давайте вот Сидорова и Терентьева, они давно вот руку поднимают. Хорошо. Джулустан Сидоров. Здравствуйте еще раз. Так, ну, данный законопроект хочет вернуть то, что было раньше, да. И на практике она же не прижилась. Вот одноуровневая система, вот назначаемость глав. Это все у нас было и на практике не прижилась. И мы вот обратно хотим к этому вернуться. И вот некоторые говорят, что вот усилилась клановая система в сельских поселениях. Но может и вернуться наоборот, что будет клановая система на уровне округов. Единственное, глава будет назначать своих людей, потом при том, что человек есть... Да, и будут, ну, кланы будут друг другу противостоять. Будет один клан пока руководить, потом противостоящий к нему станет головой округа, да, и наоборот больше розни будет. Единственное вот справедливое и правильное – это свободные выборы. Выходят избы достойные люди, те люди, которые именно пользуются уважением среди населения. А назначаемость и сейчас есть. Вот. И на практике не будем называть имена, но посмотрите, есть такие главы у нас практически назначены, и как они работают. Это не только глав, это и есть в министерствах, посмотрите. Так, насчет ломать не строить, если так, вот, целая система, данная система вот местного самоуправления, она выстроена за последние десятилетия, столько было поправок, люди работали, столько усилий было вложено. И просто так вот, и данный законопроект, если так, даже вот юриста, да, вот Совет Конституционный Республики Саха-Якутия, тоже как бы очень много не одобрил данный законопроект. В Госдуме комитет один тоже не поддерживает критику. И мы сразу все поддерживаем. И депутаты Ильтюмян все-таки избраны народом. И все-таки при решении таких судьбоносных вопросов и надо было все-таки публичное слушание провести, обсуждение на всех уровнях, начиная с районов, поселений. Люди не знают просто, какие дискуссии идут, какие вопросы. А на самом деле решается судьба же. Не только вот у нас по Якутии 364 сельских поселений. Как оно отразится на жизнь? Мы как экспериментальные. Вот в Москве вот господин Крашенинников, человек, который на земле не работал, придумал этот законопроект. Мы все поддерживаем. А как на практике мы столкнемся, эти жители сельских поселений? 20 тысяч сельских поселений по России. Это практически как саботаж против нашей страны. Без сельских администраций мы можем в скором времени потерять и сельское хозяйство. А сельское хозяйство – это стратегический наш объект, государственный объект, наш продовольственный запас нашего государства.
И мы любой ценой как-то должны, вот, без самоуправления, я думаю, назначенные люди, которые не знают специфику данных субъектов, да, поселений. В каждом поселке, в каждом районе у нас разные, начиная с культуры, менталитета, национальности. Даже по ведению, вот по оленеводству у нас, каждый район, у них свои методы. И как быть вот нам, национальным наследям? Столько было проделано работы, столько усилий было проделано по созданию территории традиционного природопользования, по созданию национальных статусов, национальный наслед. И сейчас мы вот нас объединят Алданский район, округ. И ничего не понятно, как нам вот, как работать дальше. Схемы вот в этом законопроекте, как дальше быть, нету. Все поверхностно сделано. Можно сказать, этот законопроект сырой. И, конечно, вот мы поддерживаем главу Верхневилийского района Владимира Паскачина. Правильно говорит, надо данный законопроект, по идее, на уровне Госдумы хорошо изучить все плюсы и минусы. И только тогда вот принимать, потому что решается жизнь в сельской местности Российской Федерации, не только в Якутии. А в Якутии у нас не только, у нас разные климатические, по всем критериям у нас поселки разные. На севере совершенно другие, арктическая зона, южная зона. Мы, например, Южная Якутия, как бы мы форпост Якутии, можно сказать, народа Саха. Неринги, вот Енгера, поселок Катастыр. Именно на нас держится. Мы вот, например, Анаминский наслед, Бельлёвский наслед занимаем 70%, 80% территории в промышленном районе. И если нас объединят, мы практически, Республика Саха-Якутия, можем потерять вот статус коренного населения, и мы обычный промышленный округ будем. Именно вот поддерживая нас, вот коренных жителей, наши депутаты, уважаемые, мы можем как-то говорить даже федеральному центру, что у нас вот есть территории традиционного природопользования, где живут коренные жители Якутии. Один из таких рычагов для воздействия промышленных крупных компаний. Я вот как глава вот сталкиваюсь с этим, вот разговариваю с «Газпромом», «Транснефтью». С нами, с мелким, никто не хочет разговаривать. Когда как вот эти мегапроекты при строительстве, какие были обещания? Поддержка строительства социально значимых объектов. Практически из этих пунктов ничего не выполнено, можно сказать. Даже сегодня вот на уровне того, что я, как можно сказать, как попрошайка, иду и просим что-нибудь маленько. И это через Москву идет. И сегодня вот для республики единственная вот стратегические задачи — это сохранить национальные наслега, доказывающие, что данные субъекты пока находятся именно как коренной народ проживает, где коренной народ республики. Если мы их упустим, мы практически потеряем, можно сказать, промышленный район. Вот, на все спасибо. Так, еще одному представителю наслега слово. Да, здравствуйте, участники совещания. Прошу прощения без изображения, у меня обстановка не позволяет. В общем, у меня, можно сказать, мысли вслух, да, по самому законопроекту, если он... Вы с какого, будет... извините, с какого я прошу прощения, Михаил Терентьев, Алекминский район, глава Нерутянский, второй наслед. Я считаю, что я просто убежден, что если будет закон принят, то наступит конец для наследов. В том виде, в котором сейчас хотят сделать, да, например, его нету на самом деле, я в законопроекте его не видел, да, что это район, обязательно это один округ, да, например. Если так будет, то аккумуляция средств в центре этого округа приведет к деградации всех других наследов, которые будут стоять отдельно, да, далеко. Потому что у наслега не будет собственного бюджета, собственных депутатов, главы не будет. Ну, будет там, допустим, управляющий или кто там он будет, руководитель, да. И денег, соответственно, будут давать по минимуму. Ну, там как посчитают, не знаю.
какой там будет расчет, да. Но такого уже бюджета, как сейчас мы имеем, хоть и маленьким мы считаем, то тогда он вообще будет мизерный совсем будет. Потому что если мы сейчас хоть как-то худо-бедно стараемся развиваться, в какие-то программы лезем, там проекты не готовим, да, то при создании округа мы будем уже полностью зависеть от настроения администрации, руководства администрации этого округа. Поэтому я лично считаю, что мы должны не один округ создавать, а несколько округов. Например, в Алекминске надо городской округ отделить от будущего муниципального округа. И, возможно, даже или как минимум создать еще один муниципальный округ, или же несколько по зонам, допустим, по зонам и по, допустим, по экономическим и так далее своим особенностям. Вот так вот. Спасибо за внимание. Лена, а я предлагаю... Лена, предлагаю... Афанасий Агитович у нас сидит, вот человек со стороны. До сего времени выступали заинтересованные люди, так, главы поселений, законодатели. А что вот мнение Афанасия Агитовича хотелось бы услышать? Давайте. А потом Щебляков тогда, Алекминский. Готовьтесь, пожалуйста. Щебляков. Спасибо, что дали слово. Я действительно человек, который смотрит со стороны. Не хочу кидаться лозунгами, поэтому давайте вот просто рассмотрим один маленький кейс. Да? В прошлом году, теперь уже в прошлом, к сожалению великому, провалилась затея превратить муниципальный округ Устьянский Улус. Это вот то, о чем сейчас очень многие говорили. Очень отдаленный Улус, арктический, все наследа там национальные. И что, ну, жаль, что люди не поняли там, жаль, что сейчас на уровне республики не понимают. Но я вам скажу одну вещь. В этом году в Усть-Куйгу заходит Росатом. Усть-Куйга – это маленький поселочек, 600 человек населения. Заходит Росатом, а раз заходит, значит уже начинаются платежи за аренду земли, аренду дорог, налоги. Как устроен у нас бюджетный процесс? Часть денег останется в поселке, часть денег уйдет на районный уровень, часть денег уйдет в республику. Учитывая, что там строится атомная электростанция, учитывая, что в 50 километрах находится поселок, месторождение Кючус, и что туда сейчас заходит, опять же, компания «Белое золото», ну, нетрудно догадаться, что очень скоро этот поселок, точно так же, как Тасюрях в Мирнинском районе, будет иметь профицитный бюджет. К сожалению, что мы имеем с профицитными бюджетами? Есть нормативы, согласно которым поселок, любое поселение имеет свои деньги. Если сумма доходов превышает эти нормативы, то все, что свыше этих нормативов, уходит прямиком в республиканский бюджет. То есть, другими словами, деньги от того, что там появляется атомная электростанция, появляется вот разработка месторождения золотого, будут иметь поселок Усть-Куйга, будет немножко иметь район и будет иметь республика. Все остальные национальные наследия, будь то Хаир, Юкагир или Казачка, они ничего от этого не получат. Это при сегодняшней ситуации. Что дает муниципальный округ? Все деньги, которые должны быть расщеплены между муниципалитетами и республикой, попадают прямиком в район. Тут еще хотел сказать, что Росатом, вот если смотреть, как они себя ведут в Пелеке, они помимо того, что обязанные платят, там, налоговые, неналоговые платежи, они плюс к тому занимаются очень большим благотворительностью, спонсорством. Они там вылезали этот Пелек, и я почему-то думаю, что в Усть-Куйге будет то же самое. Усть-Куйга будет купаться в деньгах. Все остальные будут только смотреть и клацать на них зубами.
В случае, если мы переходим на муниципальный округ, то деньги, избыток, который уходил бы в республику, он будет оставаться в районе, вернее, теперь уже округе, ровно до тех пор, пока все до единого поселения не будут иметь полностью нормальный профицитный бюджет. Только тогда, когда их доходы превысят норматив, только тогда республика сможет что-то взять с района. Поэтому, когда мне говорят о том, что округ это плохо, в Арктике, отдаленных населенных пунктах, труднодоступных, надо сохранить двухуровневую систему, я этого, если честно, не понимаю. Я сторонник того, что если уж в УЛУС заходят крупные промышленные компании, пусть с этого поимеют все, будь то Усть-Куйга, Депутатский, Хаир, Усть-Янск, Нижнеянский и так далее и тому подобное. То есть, если мы посмотрим с точки зрения денег, вот только что было сказано, что в муниципалитетах не хватает денег, то с этой точки зрения округ будет намного выгоднее делить наши сегодняшние муниципальные районы. Теоретически Усть-Куйга, наверное, может объявить себя отдельным муниципальным округом, но тогда мы просто-напросто все остальное население УЛУСа, получается, опрокинем. То есть тут очень серьезная тема, и я бы концентрировался не на том, каким будет федеральный закон. Я бы смотрел на межбюджетные отношения. Какие будут нормативы у тех сел, которые войдут в муниципальный округ. Изменится в лучшую сторону, в худшую. Тут Владимир Михайлович сказал, что будет лучше. Ну дай бог. Но вот эти вопросы, вот я бы на этом вот сконцентрировался, потому что на самом деле наша жизнь жителей всех сел зависит от количества денег в том числе. Это намного важнее, чем выборность глав там, условного Юкагира. Потому что демократия без денег это как-то не очень. Спасибо, у меня все. Спасибо большое, Афанасий Акитович. Просьба тогда Сергею Щеблякову выступить. Алекминский район. Здравствуйте. Очень рад всех видеть. Я, в принципе, ничего нового, наверное, не скажу. Мы неоднократно уже озвучивали позицию несогласия с данной формулировкой, с данным законом. Мы продолжаем. Вот правильно было сказано, что идея провалилась там уже созданием каких-то муниципальных округов. Такая же идея сейчас и проваливается по слиянию администрации города, администрации района в Алекминском районе, именно потому что население против того, чтобы у них забирали администрации и забирали их же глав, которые они должны избирать. Вот это самое ключевое, что здесь именно население выступает против всех этих изменений. Тут если бы население не поддерживало тех глав, которые выступают сейчас против данного закона, данных формулировок, то и главы бы не выступали против. Если бы за спинами этих глав не стояли бы жители, которые их избрали. И я, конечно, не готов говорить за все поселения района, но в частности город Алекминск, муниципальное образование города Алекминск уже начал работу по преобразованию муниципального образования в городской округ. Сейчас начинаем всю эту работу, всю эту процедурную, очень сложную работу. Там требуется согласие всех поселений, согласие непосредственно Алекминского района, и самое ключевое – это согласие Илтумен. Сейчас мы вот эту работу начинаем уже, потому что если мы сливаемся в один округ, это мы полностью обезличиваем наш старинный город, который требует особого внимания, наравне, скажу, с вниманием с коренными малочисленными народами. Это город, который хранит историю не только района города, но и всей нашей республики. Коротко, если так.
Спасибо Хорошо, большое, Сергей. Времени мало, я просьба ко всем сжато выступать. Лена, И сейчас мы хотели бы в качестве, может быть, обобщения, да, и ответов вот на не только вопросы, но и выступления, попросить высказать свою позицию представителей Общественной палаты Якутии. Вот кто-то из вас или все как-то обобщенно. Это Сергей Августович Сюльский, спасибо за ожидание, Василий Васильевич Сапсай и Иван Иванович Горохов. Очень авторитетные люди, ветераны муниципальной службы, которые в свое время работали на земле, и в отличие от нас, они, вот как считают другие эксперты, которых сегодня нет, именно они стояли у истоков становления местного самоуправления в те прошлые годы, когда мы, наверное, или студентами были, а некоторые даже в школу ходили, да. Поэтому вот просьба обобщить как-то кратко и доступным языком, без ссылок вот на эти статьи все, например. Сложно было немного понимать Прокопьева. Спасибо. Кому начинать? Можно начинать? Да, начинайте, пожалуйста. Вы же все слышали. Да, и добрый как день, выводы. уважаемые участники совещания, круглого стола. И вот Общественная палата, конечно, концептуально поддерживает этот проект закона. Об этом мы уже говорили не раз. И у себя в Общественной палате, когда обсуждали, и когда обсуждали в Вилтумене. Вот. Ну вот что тут у нас? Тут очень правильный вопрос возник у молодого человека, который спрашивал, почему мы должны переходить на одноуровневое местное самоуправление. Так, ну вот, спасибо, вы так нас разрекламировали, что мы, да, тоже поработали, успели поработать, и в 2002 году были избраны, поработали на одноуровневом, затем пришлось с 2006 года уже двухуровневым. Вот, ну, конечно, нам есть с чем сравнить, и, конечно же, до этого мне еще довелось поработать в администрации президента правительства старшим референтом Департамента местного самоуправления. И вот мы как раз вот разрабатывали вот эти законы. Наш местный закон, рассматривали, анализировали федеральный закон 131. И вот я бы хотел сказать, что вопрос, который задает, почему одноуровневые? Потому что, ну вот Владимир Михайлович сказал, что мы подписали в 1998 году хартию, ратифицировали хартию, Европейскую хартию местного самоуправления. Вот, и согласно этому у нас разработан 131 закон федеральный, в котором статья 17, которая дает нормы полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Статья 17. И пункт 3, тут можете найти и посмотреть. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления одного муниципального образования органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования не допускается. По существу до сих пор мы жили, нарушая вот эту статью и вот этот пункт этого закона, 131 закона. Об этом нас обязала эта Европейская хартия, которая тоже говорит, обязывает государство закрепить во внутреннем законодательстве, применять на практике совокупность юридических норм, гарантирующих политическую, административную и финансовую независимость органов местного самоуправления. Значит, они должны быть независимыми. А у нас что получается? У нас двухуровневые, и вот у нас возникает поневоле соподчинение. То есть мы, главы районов, вынуждены, может быть, да, руководить и местным самоуправлением на слегов. Правильно, я понимаю, вот товарищ, который Талданского УЛУСа выступал, да, касательно национальных образований, которые вот у нас уже образованы, работают, вот, и, вот, в частности, вот в Момском районе, где я работал, тоже были такие национальные наслега. Вот для них тоже, конечно, вот в нашем, наверное, который мы будем разрабатывать все-таки,
закон республики об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, там надо, конечно, это все это тоже учесть и прописать. Вот. Ну и, конечно же, то, что мы говорили, вот тоже изучали в выступлениях товарищей, прописать статус, полномочия и должностных лиц и наследников, как они, в чем они будут, как они будут работать нынешних при внедрении этого закона, при реализации этого закона нового. Вот. И дальше вот по другим тоже, по межбюджетным отношениям тоже самое. Я полностью согласен с Афанасием Агитовичем. Вот. Когда я тоже пытался в своем Улусе создавать старательские артели по золотодобыче, да, я вот узнал, что, оказывается, вот эти налоги и никакого, как говорится, эффекта от этих старательских артелей, от их работы никакого эффекта нету для Улуса. Все налоги уходят в федеральный бюджет, республиканский бюджет, поэтому вот все это, конечно, требует пересмотра налогового законодательства и бюджетного кодекса. Вот у меня вкратце так. Может, есть какие еще вопросы? Пожалуйста. Может, дополнить? Спасибо большое, Сергей Августович. А у глав поселений есть вопросы уточняющие к Сергею Сюльскому? Если вопросов нет, то к нам подключились. Большое спасибо, Макар Макарович Яковлев и Иван Иванович Шамаев. А у вас есть желание выступить или задать вопросы? Вот, Макар Макарович, у вас, например. Меня слышно, да? Да, слышно, видно, очень хорошо. Ну, коротко, я уже в своем интервью выступил, да. Вот из этого разговора мне понравилось выступление Агита Афанасьевича. Это очень... Афанасия Агитовича. Агита? Афанасий Я в одном месте работал, поэтому путал. Вот. Да, действительно, вот межпоселенческие богатства, все налоги идут в республику, в федерацию, а вот местном поселении ничего не пользуется. Это очень серьезный вопрос, но этот вопрос тоже как бы подчеркнул Сюльский. Это очень интересный вопрос. И самое главное, вот там Иван Иванович есть, оказывается. Я не знаю, откуда он выступил-то. Иван Иванович Горохов, наверное. Он... Нет, не Горохов, другой еще Иван. Молодой. Иван Иванович не выступил. Вот. Самое главное, почему они, значит, перешли 131 закона, вот этот закон, это главная система управления. Вот Сюльский тоже затронул вот, двойное муниципальное образование, подчинение, правильно? Районное муниципальное образование, потом поселенческое муниципальное образование. По всей стране, вот, начиная от Калининграда, кончая Чукоткой, управлять очень трудно, когда каждое поселение имеет свой герб, свой гимн, свою конституцию, устав, понимаете? И бывают такие главы, да иногда и не подчиняются республике. Вот. Они сами решают кадровые вопросы. Даже республика в этом никакого, значит, отношения не имеет, получается. Вот. И республика остается в двух зданиях, ДП-1, ДП-2. Это тоже нельзя. Поэтому с точки зрения вот, системы управления, вот Иван Иванович, молодой человек, очень правильно поставил вопрос. Почему? Он сам себе ответил там действительно очень хорошо. И действительно, в чем сущность данного нового закона? Вот с этой точки зрения системы управления, мне кажется, это очень нормальный закон рождается. Конечно, много можно рассказывать. Вот суть дела в этом заключается. У меня спасибо, у меня больше нет. Большое спасибо, Макар Макарович. Тогда Иван Иванович Шамаев, да, сейчас вы готовы? Да, очень рад. Спасибо за то, что предоставили слово. Ну, во-первых, я сразу скажу, что это очень хорошо, что вот появился такой формат обсуждения и обсуждения вот этого федерального закона, да, и предыдущего федерального закона, значит, шло оживленно по республике. Это означает, что все-таки гражданское общество у нас потихоньку пробуждается. Так, ну, конкретно вот по этому вопросу, по этому проекту закона, ну, знаете, сразу же надо сказать так, что мы видим, что мы еще не готовы принять сразу вот этот закон, так?
наше, так сказать, правительство и руководство пока, значит, воспринимает это так, что только улусы будут муниципальными округами, ну и все наследие превратятся, значит, как это, в поселки, да, поселение, так. Это первый момент. Второй момент, мы видим, что мы понимаем и знаем, что чем больше муниципальных округов, вообще говоря, это лучше, так. Тогда и власть значит, близко к народу и все такое. Я думаю, что здесь особо доказывать не надо. Другой вопрос, что вот наша система управления не готова работать с большим количеством муниципальных округов. И мы должны заметить, что вот эксперты, которые работают над этим законом, есть среди них юристы, грамотные люди, активисты, общественники, они, значит, говорят о том, что до 1 января 2023 года там, где есть прогрессивные главы, значит, село, там, значит, могут появиться муниципальные округа, то есть улус может, значит, согласованно, конструктивно, значит, стать, значит, муниципальными округами, так? Вот. Но теперь, значит, вот здесь, как вы знаете, вот в Конституции 9 статья, часть 1, которая говорит о том, что земля и природные ресурсы являются, значит, источниками для жизни и деятельности народов, которые проживают на соответствующих территориях. Ну, как вы знаете, вот именно вот эта, значит, часть Конституции, ее атакуют с 2004 года, когда вот был принят закон о когда, значит, был отвергнут, значит, принцип двух ключей на вот земельные богатства, так? Вот, и теперь вот это продолжение этого, и, значит, здесь мы читаем, что вот, по-моему, статья, ну, я не скажу сейчас сразу, да, написано, что муниципальные округа не являются территориальными, так, административно-территориальными единицами. Это говорит о том, что население, значит, как раз отрывается от территории. И поэтому, вот если бы реформаторы могли добраться до 1 главы Конституции, вот это, скорее всего, вот эта статья, которую я, значит, цитировал, она еще могла быть раньше убрана. Но и вот теперь вот такими окружными путями идет, значит, сведение к нулю действия вот этого закона, вот этого положения Конституции. И многими, в общем-то, политиками, которые еще с 90-х годов действуют, так, еще вот с тех времен есть идея о сохранении государственного управления в районах, то есть о возобновлении государственного управления, так. И это хорошая идея на самом-то деле, так. И пока ее никто серьезно не рассматривает, кроме вот тех товарищей, которые вот с этим работают. То есть, что здесь имеется в виду? Вот если вот те главы, о которых я говорил, скажем так, прогрессивные главы, в своих улусах, если они, скажем, даже до 1 значит, января 2023 года, ну и после этого, допустим, когда, значит, улус станет муниципальным округом, после этого тоже это может происходить, так, мы должны, мы можем, значит, мы должны сохранить, во-первых, административно-территориальную единицу, так, улусы, районы, что прописано в нашей Конституции. Это очень важный момент. Территории улусов являются как бы каркасом территории республики. И если мы этот уберем каркас, то мы получим нечто такое, значит, бесформенное огромное пространство. Так? Многие законы привязаны к
к этой территории, да, допустим, соглашение, как подписывать с компаниями и так далее, тоже привязано к территории. Так? И вот, значит, муниципальные округа, которые появятся, их, скажем, будет много, так? Причем они могут распадаться до одного наследия, так? Это новый закон разрешает, вот. И тогда мы получим ту же картину, которую мы получили в 2000-х годах, когда сначала мы Улуса сделали муниципалитетом, так? Потом все-таки наследие, значит, вот отобрали свое право быть самостоятельным муниципалитетом, так? И я надеюсь, что это тоже придет вот такое время и в этой ситуации, так? И тогда обязательно нужно будет управлять этими муниципальными округами, и все то, что, значит, должно правительство вот, работать, действовать с муниципальными наследиями, это может быть, значит, передано так, в виде полномочий государственному органу управления района. Так? И это правильно, в общем-то, для каждого района. Районо – это улусное или улусное управление образования. Так, райздрав, допустим, это районная больница. Так, культура, а потом, значит, спорт. Все это должно быть сохранено и должно иметь государственное управление. Причем ясно, что это ЖКХ, значит, строительство дорог и так далее. Вот это районный начальник, это уже будет как бы, да, которого уже, может быть, и не надо выбирать, так, который, может быть, будет уже как чиновник назначен правительством, он будет координировать вот действия вот этих всех структур на территории. Причем, да, значит, я заканчиваю. Значит, нужно еще представительный государственный орган района. Это очень важно. Вот, например, для Верхневилюйска, Вилюйска и вот эти для 8 алмазных улусов это очень важно для того, чтобы вот сохранить 1% алмазных дивидендов. Ну, поэтому вот эту идею надо все-таки внимательно посмотреть, изучать. Мы сейчас по инерции уже думаем немножко иначе, и к этой мысли никак не можем привыкнуть. Сначала я тоже не понимал вот этих товарищей, которые вот Кириллина Николая Дмитриевича, Санникова, вот, Михаила Семеновича, но все-таки, оказывается, они говорили о нужных вещах. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, наверное, 2-3 людям еще дадим слово. Мы уже 2 часа работаем. И потом будем заканчивать. Лена. А ну вот, Иван Иванович, скажите сжато, пожалуйста. Я тоже сжато скажу быстренько. Но с точки зрения управления, да, вот если так взять, конечно, тут и с другой стороны тоже правы. Там глава района там своих может назначать. Но здесь должна пойти, конечно, кадровая политика со стороны республики. С точки зрения территории традиционного природопользования. На самом деле, если сейчас разобраться вот, с экономической точки зрения, да, недропользователь и муниципальные наслега остаются 1 на 1. Сейчас они переходят, за них будет и правительство, Ильдархан будет за ними. Понимаете, если выстраивается вот такая вертикаль. Ильдархан будет должен будет, чтобы эта территория традиционного природопользования соблюдали все нормы, которые вот в этом направлении. Но это с моей точки зрения, конечно, вот если так посмотреть на практике. Второй момент, третий момент. Я вот тут с министрами тут общаемся, совещания проводим. Я у них спрашиваю, у министра спорта, как вы связаны с управлением спорта комитета определенного улуса? А никак не связаны. Сейчас вот этот закон, он ни в коем случае не позволит, если министр так будет говорить, это уже неправильно, понимаете? Он должен будет отрабатывать в районе, чтобы муниципальные программы были коррелированы с республиканскими программами, с федеральными программами. В этом направлении пойдет вот
вертикаль, четкая вертикаль пойдет работы в этом направлении. Что касается вот беспокойства, конечно, я думаю, никаких особых изменений, как Арсений Сергеевич сам говорил, никаких особых изменений по структуре не пойдет. Как было, так и останется в этом направлении. Что еще добавить? Ну вот, и, может быть, я оптимист с точки зрения, все-таки федеральный законодатель дал нам период до 28 года. Мы точно понимаем, что в какой стране мы живем, и всякое может быть. И мы можем этот закон из другой, вот так, может быть, и клановость появится. Это тоже право с этой точки зрения. Могут там своих понаставить людей. И вот, такое тоже может быть. Но с другой стороны, если посмотреть вот так, со стороны такого созидательного пути, да, для республики, это очень хороший шанс защитить именно, чтобы на уровне республики была защита поселений от тех недропользователей, которые приезжают сюда со своими юристами, экономистами. Как поселение может один на один остаться с недропользователем? Здесь четко пойдет вертикаль, здесь Ильдархан должен будет, правительство должно быть защищать это поселение, если пойдет вот такая вертикаль власти. Спасибо. Спасибо. Павел Валерьевич, у вас есть что сказать? Я тоже замечание скажу, я по 5 раз отступаю, я только 1 раз отступаю. Я насчет того, что Афанасий Леонидович говорит, там есть полномочия, прописанные в уставе, районные полномочия, поселенческие полномочия и по инфраструктурным объектам, это полномочия района, а никак не наследие, там не надо путать вообще. И такими грамотными юридическими терминами там людей всегда путаете, вот люди, которые дорвались до власти и постоянно там народ мучите. Вот раньше говорили, что для того, чтобы власть должна работать для народа, а сейчас народ должен для власти работать. Для чиновников, для удобства чиновников, все правильно же говорить. Чтобы чиновникам было удобно работать. Макар Семенович так же говорит, Ербинский, замглавы, что ему надо было, ему чтобы было хорошо было. А для того, чтобы хорошо было населению, никто же не говорит. Вот говорят, вот главный наследник, Белецкий наследник говорит, правильно говорит, вот Михаил Кретьев говорит, правильно говорит, Сергей Чебрюков говорит, правильно не говорят, Николай Кабулов. Вот они молодые люди, да, за ним будущее. Это все равно по наследям самоуправление все равно возродится. Если да, сейчас будет реакция, и там реакционная политика пойдет и уничтожит там эти самоуправления, там обратно в совок, Советский Союз, все там чиновники, протократы будут там рулить, как они там будут, их капризы будем исполнять. Но все равно демократия-то наступит. Народ уже понимает. Люди же не быдло. Не все люди будут быдло. Все грамотные. Все читают, законы читают. И избрание глав наследников. Это подготовка, очень сильная подготовка кадров. Когда говорят, политика грязное дело, этим выражением они, вот власть искусственно отделяет людей от политики. На самом деле, нужно, чтобы такие молодые люди занимались политикой и участвовали в выборах депутатов, депутатов УСа, глав наследников, чтобы проходили опыт. Это никому ничему не мешает. По деньгам тоже самое. Любой конфликт по деньгам можно решить. Вообще там искусственно там создание округа никак нельзя оправдывать. Афанасий Леонидович, это мое мнение. И я поддерживаю этих молодых глаз, которые наследников, которые правду ищут и говорят. Молодцы, так надо держать, унывать не надо. Если даже этот закон примут, потом другие времена тоже наступят, я думаю. Спасибо, Владимир Семенович. Павел Валерьевич, у вас есть что сказать? Всех приветствую. Ну, я коротко скажу.
Вот я слушал, я всех очень уважаю, все мнения, которые высказываются, они имеют место быть. Я со своей стороны направил свои предложения. Это, во-первых, на Крайнем Севере продлить сроки внедрения не с 1 января 2023 года, а с 1 января 2025 года. Ну и, во-вторых, нам надо вместе постараться сделать так, чтобы минимально Крайний Север и Арктику этот закон затронул с минимальной стороны по отрицательной части и максимально с положительной части. Поэтому в этой части я предполагаю, что, вот как Владимир Семенович говорит, пока 88-я статья говорит о том, что муниципальные округа будут создаваться на базе районов, но в последующем, возможно, у нас будет отток другой, будут преобразованы муниципальные округа в кустовым методом. То есть, когда я говорю кустовым методом, это несколько наследников будут объединяться в муниципальные округа. Но здесь мы должны обязательно посмотреть, как вот наши коллеги тоже говорят, бюджетную составляющую, да, как сделать так, чтобы у нас не пострадал. Павел Валерьевич, можно я на секундочку прерву вас, быстренько? У меня и, кажется, у других участников тоже связь прерывается, да? То уходит, то появляется, поэтому пока есть возможность, хотела бы попросить, чтобы потом обязательно выступили Василий Васильевич Сапсай и Николай Копылов тоже. Вот 2 человека еще у меня в личке, нужно их подключить. Хорошо? Это если я прервусь, и вдруг меня не будет, оборвется, если. Спасибо. Вот, поэтому нам то, что Лукумян поддержал концептуально, да, я считаю, это правильно. Мы должны сейчас отработать по второму чтению. И вот то, что вот сегодня говорили насчет Комитета Государственной Думы, я выходил, разговаривал, они поддержали концептуально в первом чтении данный проект, но единственное, что они подтверждают, что надо все-таки в наследах очень внимательно надо подойти и поправить закон именно в этой части. Поэтому, друзья, вот то, что полномочия дается региону, очень много полномочий, да, это на самом деле положительная сторона. Поэтому мы вместе, все неравнодушные люди должны поработать над региональным законом. Вот здесь вот я попросил бы уже сейчас начать. И, в принципе, если вы видели последнюю пленарку, то мы уже начинаем создавать рабочую группу по самоуправлению, по закону самоуправления республики. И здесь надо активно всем подключаться надо. Поэтому я вас всех благодарю за неравнодушие. А в части обсуждения, то, что вот там, кто сам сказал-то, что мало обсуждали, да? На самом деле республика одна из самых активных регионов, и мы обсуждали весь декабрь месяц и практически все выходные января месяца никто не отдыхал. Поэтому здесь я бы отметил, что республика одна из самых активных в этом вопросе. И у нас есть шансы. Вот спрашивал кто-то, да, по-моему, с депутатами Государственной Думы, как вы работаете. Я работаю со всеми. Я работаю со всеми. Да, и поэтому мы вместе будем решать этот вопрос. Спасибо, Махтал. Спасибо. Тогда Василий Васильевич Сапсай. Не может быть Николай Копылов, может быть, а Василий Васильевич подытожит. Да, или да, давайте так. Да. Давайте Николай Копылов, сжато, пожалуйста. Николай Копылов. Да, я включился. Так, наверное, в конце я хочу, поблагодарить журналистское сообщество за то, что нам дали такую возможность, да, выступить и обосновать там свои видения, мнения. Ну и то, что мы сейчас видим, есть какая-то разобщенность, там 1000 мнений, при этом каждый высказывает свою трактовку и формулировку проекта закона, как его он читает, как его понимает по-своему. Ну и понятно, что из этих моментов вытекает, из предполагаемых изменений у нас поднимается и общественный резонанс, и депутаты обеспокоены, и главы обеспокоены. В любом случае нам надо делать общий какой-то анализ, выработать наше общее, я так думаю, единое и обобщенное видение. И то, что хочу особо обозначить, даже вот в советское время, вот мы недавно вот отмечали то, что наш Максим Кирович Амосов и команде единомышленников удалось добиться перед Сталиным автономии республики. Это ведь говорит о том, что даже вот в такое сложное советское время людям, нашим представителям республики удалось переубедить высшее руководство
по этим изменениям. Ну и мы ведь не предлагаем какую-то там революцию, либо что-то иное. Мы ведь действуем в рамках действующих законов и нормативно-правовых актов. И не пытаемся, как представляют некоторые либо чиновники, либо депутаты, и, возможно, и журналисты, как революцию. А мы делаем это все в рамках закона. И хотелось бы, чтобы к нашему мнению тоже, и к мнению глав муниципальных образований, поселений прислушались. Спасибо, у меня все. Василий Васильевич, пожалуйста, подытожьте наш разговор. Добрый день, уважаемые участники совещания. Тема очень актуальная, затрагивает интересы каждого жителя республики. Это объяснимо, да, потому что каждый из нас живет на территории какого-то конкретного поселения. Для нас, для Совета муниципальных образований, эта тема имеет еще особую значимость, потому что в числе членов ассоциации у нас 92% это главы поселений, 409 у нас поселений. Поэтому мы, скажем так, особую и ответственность чувствуем в этом моменте. И у нас есть обеспокоенность про дальнейшую судьбу и самих поселений, потому что, как бы то ни было, республика территориально имеет вот такую рассредоточенность, и как будет жизнь развиваться в каждом населенном пункте, для нас это очень важно. Но здесь на что хотел бы обратить внимание? Ну, на отдельные моменты, которые предусмотрены в законе, в новом проекте. Саша, обратите внимание, что сегодня идут 2% по преобразованию районов в округа. Во-первых, 1% предусмотрен в 131 законе, и он гласит о том, что если представительные органы поселений, все не менее 2 согласились осуществить преобразование района в округ, в этом случае осуществляется преобразование района в округ. Этот процесс идет независимо, он предусмотрен 131 законом, независимо от рассматриваемого проекта федерального закона. Многие субъекты, эта норма в законе в 131 появилась в 2017 году. За эти годы от Калининграда до Сахалина прошли преобразование районов в округа. По сути, появилось 100 городских округов, больше 100 просто муниципальных округов. Естественно, на такое же количество уменьшилось количество муниципальных районов. Дальше, значит, в проекте закона предусмотрен процесс, временные рамки установлены по преобразованию муниципальных районов в округа. Сегодня уже говорили, Владимир Михайлович отмечал, что плановые выборы, которые назначены на 11 сентября этого года, они проходят по прежней схеме. То есть главы поселений, депутаты районов, главы районов в осеннее время 11 сентября избираются по прежней схеме и будут осуществлять свою деятельность до течения 5 лет на период своих полномочий, если они вот все одновременно избираются. Дальше, значит, с 1 января 2023 года официально начинается переходный период. Так вот, в переходном периоде, если истекает срок полномочий депутатов представительного органа муниципального района, ну, предположим, в сентябре 2023 года, значит, в это время уже Совет депутатов района не избирается, а избираются депутаты окружного совета. Поселения и главы, и депутаты поселений в переходный период, то есть 1 января 2023 года, не избираются. Поселения, в которых истекли полномочия у главы и у депутатов поселенческого совета, полномочия этих поселений будут исполнять муниципальные районы, либо, если уже возникли, то округа. Еще один момент, хотел бы ответить на вопрос, который здесь звучал. Во-первых, что такое городской округ и может ли любой населенный пункт стать городским округом? Вот в частности, и вот исполняющий обязанности главы города задавал вопрос по городскому округу. Здесь надо иметь в виду, что городским округом, и это предусмотрено в действующем 131 законе, городским округом может быть город, либо поселок, в его состав территории могут входить населенные пункты, которые не являются муниципальными образованиями. Но самое главное, в этой территории
должны быть решены все социальные вопросы, то есть образование, здравоохранение, культура и так далее, обособленно должны быть решены. Выход такого населенного пункта, ну скажем, города Алехинска из состава района, а чтобы быть округом, надо территориально выйти из состава района. Конечно же, недопустим, потому что другие населенные пункты остаются без тех районных учреждений, которые должны оказывать услуги всем поселениям. Это районная больница, районная там, служба культуры и так далее, и так далее. Поэтому в основе должны быть еще экономические основы. Не исключена возможность, у нас есть такие, скажем, территории в том же Мирнинском районе, да, где город Удачный 500 километров от районного центра. И бюджет того же города Удачного, скажем, позволяет решать там любые вопросы местного значения. В этом случае еще, может быть, можно рассматривать вариант создания городского округа. Традиционно с советских времен Улус-район был, во-первых, центром принятия конкретных управленческих решений. Именно на районном уровне всегда создавались важные органы управления. В рамках сохранения вот этой традиции можно предположить, что именно район будет базовой территорией для создания городского либо муниципального округа. Обеспокоенность, которую высказывали главы поселений в части там, территории традиционного природопользования, они никуда не исчезнут. Не исчезнет наслед как населенный пункт. Здесь хотелось бы, чтобы было понимание, что административно-территориальное деление, оно никуда не исчезает, вообще даже не обсуждается. У муниципальных образований свои подходы по созданию территорий. Ну и важная обеспокоенность, которая сегодня звучала, это каким образом будут назначены представители в поселениях. Здесь, конечно, очень важно, чтобы это были ответственные, достойные люди, уважаемые в этих населенных пунктах. Здесь могли быть задействованы варианты, когда в назначении на эту должность свое мнение будут высказывать представительные органы или совет депутатов муниципального либо городского округа. Ну, предположим, как вариант, когда кандидатуру для назначения глава округа вносит в совет депутатов, и они после обсуждения там дают согласие на назначение на эту должность. Либо, может быть, глава округа проведет встречу с населением в наслеге, обсудит кандидатуру, которую намечает назначить. Только после этого будет осуществлено назначение. При этом важно, что лица, назначенные на должность руководителя территориального органа, будут в статусе лица, замещающего муниципальную должность. Это статус наравне с выбранными должностными лицами. Это не муниципальная служба, обращаю ваше внимание. Это статус практически выбранного должностного лица. Кроме того, проект закона предусматривает, что руководители территориальных органов поселений в составе окружной администрации образовывают коллегиальный орган. То есть все руководители территориальных подразделений будут представлять из себя как коллегиальный орган. Это позволит объективно относиться к проблемам всех населенных пунктов, которые входят в состав территории городского округа. Ну, закон, конечно, новый, и есть предположение, что в ходе его реализации появится какая-то необходимость его дорабатывать. Но, скажем так, неизвестно, вот сегодня высказывался и Прокопьев Владимир Михайлович о том, в какой редакции он выйдет после второго чтения. Поэтому мы сегодня говорим, предполагая, что вот такая редакция согласится. Если будут какие-то существенные изменения, будем, ну, скажем так, будем обсуждать и смотреть, какая окончательная редакция будет этого закона. С тем, чтобы переход к такой модели был безболезненным. Ну и важно, что Айсен Сергеевич в своем обращении 17 числа к депутатам на пленарном заседании высказался о том, что он является сторонником исключительно прямых выборов глав муниципальных образований. Это очень важно. Можно предположить, что в нашем республиканском законе будут заложены тоже 3 варианта избрания глав округов.
и каждому округу придется в своем уставе определить только один способ избрания главы. Лучше всего, если это будут все-таки прямые выборы глав округов. Спасибо за внимание. Я как будто на все вопросы прозвучавшие ответил. Василий Васильевич, спасибо большое вам за участие и выступление. Можно вам вопрос, да, который вот везде звучит и в прессе? Это насчет того, что некоторые районы, даже целиком улусы, да, могут друг другу объединить, вот говорят некоторые наши подписчики, читатели, или вот в личных этих обсуждениях, да. И еще есть опасения насчет того, что, например, вот есть один улус, да, и у него какие-то населенные пункты близки к соседнему. И что если вот эта вся перерезка начнется, муниципальных округов, да, их формирование, то, допустим, отдаленные от райцентра одного улуса могут присоединить к тому соседнему, к которому они ближе. Вот я, например, по-простому так поняла эти опасения. И еще вообще говорят, что могут несколько, например, арктических соединить, да, и что эти муниципальные округа могут даже формироваться по принципу избирательных округов, которые сегодня есть, ну, по выборам Милтумена, да. Вот один эксперт нам конкретно сказал, что избирательные округа очень легко превратить в муниципальные. Вот ваше мнение по данному поводу очень хотелось бы услышать. Спасибо. Спасибо. Ну, мы тесно сотрудничаем и с постоянным комитетом Государственного собрания Милтумен. Вопросы таких глобальных преобразований, как создание округов в масштабах избирательных округов Государственного собрания Илтумен, манипуляции с территориями арктических населенных пунктов, вообще эти вопросы не обсуждаются. Это, можно сказать, ну, чьи-то, может быть, домыслы, либо свободные фантазии. Я уже сказал о том, что административно-территориальная единица улус район является базовой территорией, она сохраняется, административно-территориальное деление у нас определено абсолютно другим законом, республиканским законом, никто менять не собирается. Но должен заметить, что в проекте закона и в действующем 131 законе предусмотрены такие варианты, как преобразование муниципальных образований, как разделение одного муниципального образования, скажем, на два, либо объединение двух-трех муниципальных образований в одно муниципальное образование. Ну, скажем, теоретически такие варианты заложены и практически могут быть применены, но для этого должно быть какое-то серьезное обоснование. Может быть, где-то появление очень серьезных доходных источников, может еще что-то. Но огульного такого вот объединения либо разделения, я уверен, что не будет. Почему? Потому что полномочия по установлению границ муниципальных образований находятся в ведении законодательного нашего органа Государственного собрания Илтумен. И у нас нет оснований не доверять нашим депутатам. Наверняка либо будет сохраняться действующая сегодня схема, когда наши муниципальные районы совпадают с границами административных районов, больше всего, что такое деление и останется. Спасибо. Спасибо вам большое, Василий Васильевич. А кто еще желает выступить или вопрос задать? Или мы на этом завершаем? Наверное, завершаем. 2 часа 23 минуты работаем. Спасибо всем за содержательный разговор. Надеюсь, что вот многие из вас присоединятся к следующим нашим заседаниям. Мы, как правило, выбираем самые актуальные темы. Лена, у тебя что есть в завершении? Да, и в завершение, конечно, еще раз хотела поблагодарить всех участников, всех коллег. Большое спасибо. И напомнить, что обычно по итогам таких обсуждений мы разрабатываем рекомендации, вот, и просим, если в будущем у вас где-то на своих площадках будут проходить свои обсуждения этой темы, другой темы, то, пожалуйста, нас тоже приглашайте. И еще раз большое спасибо. Будем на связи. До свидания. Спасибо всем. Спасибо всем. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания.
Спасибо большое. До свидания. До свидания.